Все, доброе утро. Сейчас уже проснулись, собираемся в дорогу. Наконец-то. Сейчас выдвигаемся. Стоим уже с Сашкой, прощаемся с домом. Спасибо за приют, спасибо за отдых. Да, конечно, увидимся. На дороге где-то однозначно. Вон у Сашки тут своя мастерская. Все шлифуют, полируют здесь автомобили. Вот пошлифанули тоже велосипеды немножко так почистили уже. Ну, уже нормальная система стала, а то там все забито было. Все с Тюменью. Давай, Сашка. Спасибо тебе большое. Дай бог вам. Ну все, поехали. Давай, с Богом. Давай, Сань, спасибо тебе. Давай. Вот мы едем по третьему мосту в Тюмени. В Тюмени 3 моста пересекают реку Тура. И вот это третий, вон там набережная идет. Мы здесь не гуляли, сейчас погуляем. О, как здесь все здорово сделано-то, а. Да, давненько я такого благоустроенного города не видел. Сейчас поснимаю чуть. Ну вот, встретились с земляками, с башкирскими чувашами. Как всегда, я говорю, всегда вот все активные чуваши, они все с Башкирии. Вот так вот получается. И вот мы только выезжаем почти из города, и нам звонят вот Чувашской культурной автономии Тюмени. Вот, простите, забыл, как зовут. Владимир Николаевич. Все, вот, Владимир Николаевич нас встретил. И сейчас вот пригласил посетить музей Чувашской культурной автономии. Сейчас поедем. Вот газеты нам дали, Таван. Тюменская газета, делают в Тюмени, раз в месяц выходит. Вообще молодцы. Тут вот про Акатуй байкальский. В этом году он на Байкале был. Вот здесь родные лица. Вот это представительница красноярских. Не, иркутских. Вот, красноярские там тоже есть, все есть, короче. Меня кто встречал, чуваши это. И в Иркутске встречали чуваши, и в Красноярске чуваши встречали тоже. Так что вот. Теперь еще в Екатеринбурге ждут, тоже писали. Вот. Ну и тюменский, слава богу, напоследок мы увидели. Ну все, сейчас поедем. Да, да поснимаем. Вон, встретили велосипедиста тоже. Любопытные подъезжают, интересуются, что, откуда мы, космонавты там такие. Вот, нормально снимает камера? Да, хорошо. А так ничего, вон этот фонтан, нормально, красивая набережная. Вон Тура. Да, набережная шикарная, давно таких хороших набережных не видел. Речка только маленькая все-таки. Это как наш Цивиль, наверное. Маленькая, не воспринимаю я ее как большую реку. Была бы как Иртыш, было бы шикарно. А?
Ага. Съезды все хорошие, съезды, заезды. Тоже пробки дневные здесь сейчас. О, доехали. Областной центр чувашской культуры. Хаван. Сколько, говорит, 32 тысячи чувашей живет в Тюмени. И это только официально. А сколько неофициально, это по-любому еще столько же. Да, ведь, Настя? Ага. Ну вот вчера тут гуляли. У чувашей есть натура такая. Открещиваться от чувашей. А прямо на улице еще сфотографировали. Все, затащили велики. О. Да. Это у нас Чаваш культуры центр Игуперы. Ага. Как вас зовут, простите? Ираида. Ираида. Ираида Вот. Маслова. Ираида нас встретила в чувашском культурном тюменском центре Да. Тюмени. Вот. Клипы здесь. Здорово. Вы уже с Владимиром Николаевичем познакомились, Да. я так понимаю, да? Это у нас очень такой великий чуваш, который по всему Уральскому федеральному округу возглавляет национальное общественное объединение. Свердловск, Курган, Екатеринбург, Тюмень, Север. То есть это самый великий человек. Я говорю, вы где едете? Говорит, еду пока раз по республике. Я говорю, ну давайте туда. Да, молодец. Он такой, да, он очень много может вам рассказать все с этой Как классно. Вот, Настя, приобщайся. Понимаешь, это... Зов Как предков, будто да? Да. Вот Настя. Как будто в детстве где-то оказалась. Ну, у Насти-то вот дедушки, бабушки, они татарские чуваши, с Татарстана. А у нас тоже татарские чуваши есть. Но они, Очень много, Они да. только языку не научили. да, А там разные районы у нас тоже. Так что хорошо, что вы приехали. Мне Хромцова Оксана написала Ксюше ВКонтакте. И Ксюша мне говорит, там приехали. Я говорю, господи, что же раньше-то не предупредили? Чай, кофе? Мы не чай дали, чай, кофе чай дали. Чай, чаечек, Мы наверное. вечеринские чтения Ага, конституции проводим. Наши книги. Занимаемся культурой. у вас все прям редакции есть, как и Да, раз редакция, в да, месяц. раз в месяц газета. Сборники выпускаем по итогам конференции. Вот вы как раз были на набережной. Я не успела доехать, мне уже Николаевич говорит, сюда. Я говорю, ну давайте сюда тогда срулю. Дело в том, что вот прямо там на набережной Институт культуры, вы видели, наверное, да? Там работает чувашка. Вот прямо вот надо было обратить внимание, один из корпусов. Вот этот Институт туризма, театра и хореографии возглавляет Демина Лилия Васильевна Чувашка. Тоже, Да, чувашка, да. Наша гордость. Поэтому, если доеду, думаю, к ней зайдем, пофотографируемся. Она такая великая женщина, просто великая женщина. Я ее потом вам скину информацию, добавите ВКонтакте. Хорошо. Она такая... Вы чай, кофе? Чай. Чай, хорошо. Так что все, вам марпасадским всем еще привет. Ираида вот с Марпасада. Конечно, конечно. Очень здорово. С удовольствием. Вот, как я уже сказала, Демина Лилия Васильевна Институт культуры возглавляет. Да, в Тюмени. То есть это кто-то именно вот пропагандой чувашской культуры, мы очень массово, мощно занимаемся. И молодежь активничает. Молодежь та, которая уже, к сожалению, не говорит на чувашском языке. Вот вы абсолютно правильно подметили. Но они, самое главное, понимают, что они чуваши, и понимают, что если они не будут сейчас сохранять максимально, сколько в их силах, чувашскую культуру, а кто будет делать? Кто? И у них проснулось это, опять же, как бы мы ни хотели кичиться, хвастаться, надо делать все красиво. Правильно, авторитет надо поднимать вашими словами. Авторитет тогда, когда все достойно, красиво, изящно, культурно, а не так, что просто за столом попили, грубо скажу, чай, да? Ну да. Это тоже надо, но этого мало. А чтобы вот все-таки была массовое зрелище, красиво надо показывать культуру, там же надо традиции, обряды, обычаи, спорт пропагандировать, песни, танцы, все. И когда в комплексе получается красиво, люди тянутся к нам. Они сами объявляются, пишут: я чуваш, я имею транспорт, чем вам помочь?
Да господи, ты великий ты человек. Нам сколько он гастролей, мероприятий. Акимов Александр сам написал. Опять же ВКонтакте увидел про нас. Группу прочитал и знать не знал, говорит. Я, говорю, готов вам помогать. Выделяет транспорт на большие мероприятия, возит наш коллектив. Мы ему очень благодарны. Потом есть другие предприниматели. Я такой-то, такой-то. Могу вот это, вот это. Вот благодаря нашему авторитету они же тянутся к нам. И они видят, что мы делаем доброе дело, не просто, не на диктофон, понимаете, да, там на застолье, скажем, понимаете, да, тратим время, проводим конференции, проводим круглые столы, семинары. В этом году 26 лет нашей общественной организации, а Чувашскому национальному конгрессу в этом году 25 лет. Мы даже старше Чувашского национального конгресса. И настолько мы горды тем, что мы столько лет ведем нашу, вот, пропагандируем чувашскую культуру и работаем над сохранением чувашского языка. Мы возрождаем школы по изучению чувашского языка. Их у нас 4 в районах пока что. И еще одну школу, дай бог, откроем в этом году в сентябре. И я сама, так как я учитель начальных классов по первому образованию, по второму образованию культуровок, именно начальных классов в чувашской школе. Сейчас я вам принесу, там есть еще. Да ничего. В этом году у нас в университете начнется курс КГУ. То есть это очень высокий статус, Тюменский государственный университет. Там есть в университете институт филологии и этнографики. И в этом институте в этом году будет у нас вот новая программа изучения чувашского языка. Молодцы. Да, вот с сентября я начинаю сама, очень с большим желанием. В этом году немножко разгрузила себя, раз очень много помощников. По молодежной линии Михаил занимается, по экономической линии Антонов занимается. Вот у Николаевича у нас там слов нет, какая палочка-выручалочка, он гениальный У вас человек. отделение там будет изучение, да? Да, да, у нас пока, конечно, группа будет для начала. Если много наберется, будем приглашать преподавателей из Чувашии. Не, молодцы вообще. Да, это уже да. сильно у вас серьезно. У нас серьезно, я говорю, у нас некоторые не понимают, думают только песни, танцы. Песни, танцы это замечательно, но этого мало. Опять же, песни, танцы можно сохранить, а вот песни, если язык умрет, мы не сохраним, к сожалению. Нам надо всячески сейчас способствовать изучению чувашского языка. Вот с гордостью говорю, сейчас вот 4 школы, если 5-ю сейчас в этом году откроем, и еще 30 лет в Тюменской области будет чувашский язык жить. То есть они вырастут, потом-то они замуж выйдут, женятся. Будут, не будут, это вопрос. Но то, что 30 лет еще будет жить чувашский язык, я уверена. Ну, здорово вообще, да. То есть это моя цель максимально сохранить. Я себе прям поставила такую большую цель, раз меня выбрали президентом ассоциации. Мы знаем, что песни они будут. Господи, никогда не остановишь петь бабушек, никогда не остановишь петь молодежь, которые уже себя звездами почувствовали. То есть лед тронулся, слава Богу, а мы поддержим. А вот язык это Потому самое что активная сложное. молодежь детям передавать начинает. Да, да. Ну, у нас есть реально звезды. Я вам тоже ВКонтакте скину их информацию. Шелдерзен у нас группа Шелдерзен. Такие красивые девушки, они такие, ох. Так что можно было ВКонтакте открыть, но сейчас тратить не будем время, потом посмотрите это все. Когда сядете, время будет, Шелдерзен. Группа у нас есть тоже. Много-много, конечно, интересного можно рассказать. Я бы хотела, Анастасия, вам дать слово. Скажите, вы-то чем занимаетесь вообще по Ну, жизни? сейчас-то я путешествую вместе с А Никитой. вообще? А вообще я жила в Бурятии, родилась там, и потом оттуда переехала в Новосибирск. Новосибирск? Выучилась и переехала. Снимайте видео. Вот, на радио работала там. И как раз вот Никита к нам приехал в Новосибирск еще, когда он только стартовал, вот он проехал всю Среднюю Азию, и вот через Алтай приехал в Новосибирск. И мне сказали, вот там из Чувашии приехал был путешественник. Я думаю, ай, Чувашия же, там же были мои корни там. Я вот ему позвонила, мы начали общаться, и вот через год я с ним дальше поехала. Короче, Согласна. мотив был тот, что я чуваши, и Ну, на фоне... Просто если был главный путешественник, мотив я бы написала знакомства. и забыла. Да, А тут он из да. Чувашии, и все, я подписалась на него, посмотрела, там полгода там наблюдала за ним. Смотрю, он везде с флагом, везде там уже там в Китай поехал, в Молодец. Юго-Восточную Азию поехал. Вот. Потом он приехал, когда на Алтай вот с Монголией, мы решили дальше вместе ехать в Чувашию.
Поэтому надо посмотреть, приехать. Вот сейчас, кстати, у меня родственники мои пишут уже, там, братья и сестры, двоюродные, тоже чуваши, говорят, это ты что, туда собралась, что ли? Я говорю, ну, говорит, ух, ты как здорово, Да. там тоже хотим побывать, не Yes. больно тяжело. Историческая родина. Историческая родина, говорю, да. Никита, Анастасия, будете в Китае, обязательно людям расскажите, что там жил великий Бичурин. Он написал один из первых, написал китайско-русский словарь, Да. в 11-томник, и сегодня пользуются его первоисточником современники, понимаете, вот эти ученые-востоковеды. Гумилев тот же, великий-то, Да, тоже вот не поэтому выбрал. вы не стесняйтесь, рассказывайте об этом. И если будет интерес у кого-то связаться со мной, мы уже больше 10 лет эти бичуринские чтения проводим. Уже с кем только мы не связывались. И с Новосибирском в том числе мы работаем. Институт освоения Сибири, как-то дальше он называется. И оттуда даже приезжали к нам русские ученые, чтобы узнать, вот такой Бичурин. Они знали об этом и уже глубоко изучать. Вот. И в этом году мы открыли памятник ему, ну, вернее, мемориальную доску. Он просто не успел рассказать. А, я видел где-то, В по-моему. газете, да. А, в газете Мемориальную видел, доску мы, вот, Тобольский, да? Тобольский, да. Он дружил с Бичуриным, вот та самая первая страница, видите, да, Анастасия? Открыли мемориальную доску, посвященную Бичурину, в Знаменском соборе, где он преподавал риторику. Представляете, 1806 год. Представляете, сколько веков назад? Здорово как. Наш знаменитый земляк Чуваш Тобольский преподавал риторику в духовной семинарии. И дружил с Пушкиным, Радищевым, дружил с декабристами. То есть я вам, чтобы для сведения, для информации это было. А потом его назначили возглавлять русскую православную миссию в Китае. Представляете, он самый главный человек был от России. Это великий, гениальный человек. И в Китае его очень-очень почитают. Китайцы приезжают к нам на все конференции, чуваши особенно они любят, постоянно почитают его родину. И Никита Бичурин дружил с Пушкиным. Есть даже картина, в интернете посмотрите ВКонтакте, Бичурин идет с Пушкиным рядом. Ну, не в обнимочку так красиво, рядышком идут, конечно, да. Совсем так вот они, у них дружеские отношения были. И самое интересное, они обменивались. Он был историк большой, Пушкин тоже очень большой историк был. Бичурину Пушкин заезжал в Чувашию в гости даже. Есть даже такая картина, да. То есть, насколько дружба, великая дружба Бичурина с Пушкиным, об этом тоже рассказывайте людям. Сейчас, конечно, фрагментарно вам рассказываю, на самом деле это событие, то, что происходило в жизни, в истории Чуваши. Нам надо гордиться тем, что у нас есть такие великие чуваши. Есть очень много великих чувашей в Тюменской области, герои социалистического труда там, и так далее, и так далее. Вот у нас очень много докторов наук. Кстати, сегодня у Балюк Натальи Алексеевны день рождения, надо поздравить ее 15 августа. Она, Балюк Наталья Алексеевна, доктор исторических наук, возглавляет институт сервиса и туризма в ТГУ. Чувашка. Представляете, какая гениальная женщина? Вот, она очень много тоже проводит работы для того, чтобы рассказывать, когда она туристические маршруты организовывает, всегда обозначает те села, где живут чуваши, чтобы туда заехали и рассказать, что есть чуваши. То есть некоторые же не знают, кто такие чуваши вообще. Да, Вы все наверняка уже об этом Да узнали, по России правильно? мало кто знает вообще, Вот, где по России. находится и что. Вот. Чуваши Вот. находятся, да. И не знают, где Чебоксары. Мы им говорим, Татарстан, Казань знаете? Да, знаем. А вот рядом Чуваша нет, не знаем. Это мимо проезжает на поезде. Они не знают. Понимаете, настолько это обидно. То есть мы даже вот с Иваном Николаевичем говорили на днях, у него душа переворачивается наизнанку. Он говорит, почему у нас мало чувашей, бьющихся за ученых, он ученых критикует, которые не просто пишут красиво, они мудрые, они умные, а ведь еще надо себя как менеджера еще пропагандировать. Сегодня, то есть таких личностных качеств нет, которые вот мы чуваши есть, знаете, что мы есть. Вот это, если бы было как у татар, да, ох, мы татары, и татары, и татары, согласитесь, у них же вот это очень большое эго, они себя очень на большой высокий уровень ставят, а у чуваши этого нет, и затмеваемся, к сожалению. Ну, мы, конечно, очень культурно, тактично, деликатно пропагандируем. Приезжайте в гости к нам. Ну, спасибо. Как... Если будете в следующий раз в Тюмени, обязательно я бы хотела вас представить той группе, которую сейчас набираем, студентов ТГУ.
и им представить вас, какие вы молодцы, чтобы у них немножечко там другое мышление, стимул был, да, к обучению чувашскому языку. Мы, конечно, не в прямой форме будем их обучаться, а очень много событий будем рассказывать. Программа такая, чтобы они знали азы чувашского языка, могли хотя бы на бытовом уровне общаться. Это самая главная задача. Конечно, тут институтского уровня не будет, и если они будут знать азы, если они будут понимать чувашскую речь, это будет дорого стоить, конечно. Это самая главная цель, потому что в русскоязычных населенных пунктах обучать чувашскому языку очень сложно, язык очень сложный. Он очень древний, знаете, да? Очень древний. И если жить в среде чувашской, например, в семье, где говорят и бабушка, и дедушка, и папа, и мама, тогда легко научиться. А если жить среди русскоязычного населения и насильственно изучать, очень сложно. Вот, поэтому будете, скажите нам, ладно? Да, Если обязательно, газету конечно. возьмите, вот здесь вот есть. А у нас есть, Да, нам уже вот там дали. вот мои контакты, электронный адрес мой телефон мобильный. То есть он у вас сохранится навсегда, и вы только сфотографируйте. Внизу, да, вот это? Настя, ничего страшного. Ничего страшного. Настя, правильно же, да? Я не вижу. Вот, редактор. Да, контактные данные тут там не все видно. есть. Сохраните. Вот летописи сохранились, об этом мы должны рассказывать. Ну, пусть, может, не будем проматывать, мы скажем, что чувашская речь звучала, правда? Может, чуть-чуть випринг. Надо вникнуть. Если бы вечером у нас толпа людей пришла бы сюда, честно вам говорю, прям вообще даже... Ну уж не будем обременять с работы дергать людей, правда же? Ну, конечно. Уж еще все впереди у нас. Ну, я очень рада, что вы заехали к нам в наш теплый домашний чувашский центр. Мы все по-домашнему у нас здесь. Кучу журналов он выпускаем. Вот книга классная очень. Чувашский костюм. Хорошая, да. Костюмы, да, чувашский костюм. Сейчас я вам еще... Ну, смотри на. Настя, вам Владимир Николаевич журнал не дал? Он газету давал? Я вам просто покажу, так как в чувашском национальном конгрессе есть этот журнал, потом можете зайти его забрать. Видите, какие красивые? Вот эта Ольга, одна из участниц Шелдерзем ансамбля. Ольга Дмитриева, она очень активная, очень красивая, интеллигентная, она преподаватель на самом деле, а по общественной линии они занимаются вот чувашскими песнями. Тут вот как раз много о ком. Вот Емра у нас, да, красивый, имеет звание народный. Вот она, Дюмина Лилия Васильевна, который институт возглавляет, как раз про который я говорила. У нее, это я в чувашском костюме здесь. Школа. Видите, Ирузунзака Дейтер. Добро пожаловать. Это сибирская школа, на которой, видите, на чувашском языке написано Ирузунзака Дейтер. Классно. Это в Сибири. То есть мы максимально стараемся сохранять чувашский язык. Сколько в наших силах, конечно. Там даже 25 лет коллективу было у нас. Мы ездили, поздравляли очень большой делегацией. Вот у нас тут руководители. Рукодельница, которую вот она вышивает, Нина Бородина. Это ее работа, она очень много. Вот это тоже ее работа, она нам подарила. Видите, какие картины она вышивает? Это все вышивки. Великолепная чувашечка, женщина. Бородина Нина Даниловна. То есть мы не только культуру, еще декоративно-прикладное творчество. Это мастерица-кружевница. Вот у нее такие огромные кружева. Еще вышивка великолепная. Тарасова Татьяна Ивановна из чувашек. Кто-то изготавливает головные уборы. То есть мы уже дошли до того, кушпут, ухя, абсолютно верно. Вот. Это сибирский мастер из Чувашии, резчик по дереву. Очень красиво изготавливает. Но у него там эксклюзивная коллекция. Очень скромный. Валерий Егорович тоже. Вот находим чуваши и про них пишем. И они настолько... Самая главная наша гордость — конкурс «Чувашская красавица». Видите, Чувашпеги 2016. Чувашпеги в этом году тоже. У нас будет «Чувашская красавица». ЛДПР был один из спонсоров, потому что Зайцев Артем Николаевич, депутат Тюменской областной думы, он чуваш. И параллельно ЛДПР региональный возглавляет Тюменской области. Вот Михаил, который сейчас должен был подъехать, молодежное движение возглавляет Михаил Федоров у нас. То есть вот такая вот у нас очень активная работа ведется. Вот детки, конечно же, здесь. Вот красавицы какие, видите, чувашки. Это все чувашки.
вообще как на подбор, они такие красавицы. Так они еще умельцы, вот это тоже в конкурсе в 2005 году, по-моему, Кристина Лаврентьева выиграла конкурс Чувашпиги. Живет среди чувашей и татар и смешали, тут немножечко показали, что татары и чуваши живут. Вот Антоновы, Сережа и Кира. Вообще уже разрядники по ушу и самбо. Ого, Представляете, маленькие такие. И первоклассницы, это второклассницы, сейчас уже перешли, конечно. Вот они же еще и поют, танцуют. Вот их родители проспонсировали этот журнал. Это вот Антоновы, вот их семья Антоновых, это великолепная семья. Я их пригласила, они очень скромные. Говорят, ну, может, заедем, попробуем, постараемся. А Сережа поет на чувашском языке и на русском тоже. Лауреат разных фестивалей уже и Москва, и Екатеринбург. То есть чувашская семья, это действительно визитная карточка нашей Тюменской области. Можно полистать это, понять, чем мы занимаемся. Это у нас хозяин с хозяйкой. Каждое мероприятие мы начинаем с обряда. У чувашей же так принято. Кто встречает у ворот? Хозяин с хозяйкой, да? И мы всегда импровизированно показываем. Это бизнесмен, а это культработник. И вот они, культработник, конечно, бизнесмена там, с вечера там подрепетирует, говорит, ты должен, Валентин Петрович, кумбек калага, кумбек калади, саншанбек самах каламалла, саншанбек каламалла, саншанбек кацельмели. То есть ты должен вот так встретить гостей. Полепте, тудар чуваши, я же с Татарстана чуваши, я же все это помню. И они вот так вот, в такой в игровой форме, такой колорит, умиляешься на них, когда смотришь. Вот, к сожалению, вот в июне ушел из жизни. Успели выпустить журнал, ушел из жизни. Виталий Григорьевич, бабушка жива. Вот приглашает в гости, тоже Пушкин Виталий Григорьевич и Вера Антоновна. Тоже хозяин с хозяйкой. Они уже больше 30 лет встречают чуваши. Это великолепные, гениальные люди. Вот наше подворье, где мы встречаем, как всегда, это с флагами, с костюмами, с чувашскими, шествия, выставки, конечно же, и книг, и декоративно-прикладное творчество. Вот, видите, Адюков приезжал из Чуваши, вы его знаете. Он, когда нам раздал инструменты, это вот все ребята как стали, они отойти не могли от этих инструментов. Прям ансамбль за вечер создал, и на следующий день мы выступили перед губернатором, перед главами. Вот мы встречаем гостей в подворье, идем в шествие, конечно. Вот это вот ансамбль Шилдерзен, про который я как раз говорила, вот Анастасия. Это флаг, да, руководитель. ваш, получается? Нет, это флаг Кулакова. Флаг у нас вот сейчас висит, я вам покажу. Флаг Кулаковского административного. То есть районы же есть, где чуваши компактно живут. И вот они идут со своими флагами муниципальных образований и говорят, мы чуваши, мы тут живем. Село Каскара-Волково, что ли? Кашкар, что ли? Кашкар, хотя это схожесть, да. Ну, по-казахски это будет Каскар. Кас, У них да, у них Каскар, кас, у них. да, кас, правильно. Мы показывали обряд свадьбы. Свадьбу сразу Мы видно. его не только показывали, фильм сняли. В прошлом году 3 фильма сняли мы. Вот, и ГТРК регион Тюмень. Приехал, мы вот Лена была невеста, жених Юра Федоров, он тоже опять башкирский чуваш. И вот они в роли вошли, он бизнесмен, она преподаватель. И опять же играем роли, все собираемся для души. То есть это реконструкция обряда, получается, свадебного обряда. Показываем обряд помощь Ниме. Ниме, что это такое? Вот здесь вот половина бизнесменов, я им раздала топоры, я говорю, давайте вот будем показывать обряд. Срубы Владимир Николаевич привез, он строитель, потому что он заслуженный строитель Российской Федерации, с которым мы сегодня встречались. Он привез нам срубы, все поставил, везде все организовал. А бизнесмены, вот он занимается, Николаев Василий Гордеевич, скважинами и так далее. Вот все такие гениальные люди. И только щепки летят, видите, только щепки летят. И потом, когда приехал к нам вице-губернатор, говорит, боже мой, что тут у вас происходит? Ну, понять не может. Мы говорим, это обряд помощь, Ниме. Мы все собираемся вместе и строим дом. Несколько, видите, уже с кошкой стоит женщина готова. После того, как несколько, все там, и петухи, и чего только у нас, и караси, и лодки, все у нас в обряде есть. И когда несколько рядов подняли, кошку запустили, чтобы все-таки мир был. Кужак-Шири там. Кужак-Шури, раз Кужак-Шури. Это семья такая, смешанная семья, она русская, он чуваш. Герасимова, супруг Герасимова. Они такие, вот они написали биографию семьи.
прям вот восстановили, видите, вот несколько веков там. Вообще молодцы. Вот у нас состав Щелдорзен, красавицы, да, красавицы. Анастасия Анисимова, руководитель, вот она справа, коллектива. Вот у них в прошлом году тоже было мероприятие. Вот Михаил Федоров, руководитель молодежного движения, который занимается всячески пропагандой. Это, конечно, тут разные фотографии у нас. Поют девочки, молодые, разные поют. Кто-то вышивает, кто-то ткет, тут награждают нас. А это семья Егоровых, которые тоже воспитали, у них сын уже прокурор, чуваш прокурор. Прокурором до 40 лет, наверное, стал. То есть такие вот гениальные. В Екатеринбурге, кстати, Дмитрий Егоров и так далее. То есть есть кем гордиться у нас. Есть кем гордиться. Вот они, школьники, ученики, которые учат чувашский язык, с которыми проводим занятия дополнительно. Сама выезжаю тоже. Работа, конечно, это праздники осеннего богатства, где, да, это Елуторовск, где декабристы. Это бичуринские чтения, конференции. У нас была видеосвязь, даже видеоконференция. Связь, Яковлев с той стороны, Клементьев, а с нашей стороны, конечно, ну вот это у нас профессора, к сожалению, лежит сейчас. Вот инсульт схватил. Ну, прям не могу я. Я говорю, вот мы живем то праздники, то похороны. Меня, конечно, это немножко напрягает, но что делать? Это глава Першинской администрации. Вчера провела огромный фестиваль. Вот, я ей шортан даже приготовила сама первый раз. Вот видите, дети изучают чувашский язык. Вот это вот костюм. Да, у нас в костюмах они сидят на уроке, да. И потом они заходили в музей. Ну, это был открытый урок. Музей, Чувашский музей еще сохранился. Этим детям рассказывали про культуру чувашского народа, чтобы интереснее, насыщеннее были уроки. Ну, вот они, детки. Они еще на свирелях поют, есть коллектив один. Вот. Такие красивые, такие. Я прям просто глаз радуется, глядя на них. Это Марина Валерьяновна, учитель чувашского языка. Здесь другие учителя. Вот. Варсон Дмитриевич, к сожалению, сейчас вот с его дочерью связалась. Сильно болеет тоже. Вот видите, островок будущего. Островок будущего это дети наши. Это наша задача, самая основная задача. Это мы с Аркадием, это мой сын. Вот Аркаша. Тоже. Такой классный, вообще. Классный, да. Я его не буду вам давать, но он есть. Не Чтобы не таскаться, он есть. Щенка я вам обязательно вы заберите. Татьяна Поликарповна, дочь героя социалистического У труда. вас какой тираж, сколько это? А это, вы знаете, это серия, представляете, вот Комитет по национальности и выпускает национальную культуру региона, национальную культуру региона. Но ранее он выпускался, у меня там много-много таких сборников. Эта серия, вот один из сборников полностью чувашам посвящается. Мы очень немножко поступили, почему, вот так вот нагленько, но с другой стороны, мы попросили Сергея Константиновича Антонова, вот семью их показывала, да, он возглавляет фирму ТАВ, он оплатил нам 250 тысяч на то, чтобы выпустить этот журнал и посвятить его полностью чувашам. Предприниматель чуваш. Ну, я думаю, что мы еще познакомимся со всеми. Я говорю, ну вот... Ну, это исторически Это уже. исторически. И в историю войдет это такой история. журнал. Потому что 25-летию ассоциации посвящается нашей общественной организации. Да, это ваш конечно. значок, да? Вот это? Да, это наш значок, эмблема. Эмблема ассоциации Чуваши Талант. Классно. Да, сейчас я вам еще флаг наш покажу. С нашим флагом и с вашим флагом. У вас тоже свой флаг. Анастасия, помогите мне чуть-чуть развернуть. Вот флаг нашей общественной организации, ассоциации Чуваши Талант. Мы с ним тоже на всех праздниках чувашских. Много всего проводим. И эмблемы большие есть. Вон эмблема стоит у нас, Никита, вот видите, да? Тоже можно подойти. Снять. Вот, такую мы работу большую проводим. И занимается. То грязь, то снег, то еще что-то. Потому что сейчас я вам накид еще дам. Ну вот Да, Настя, вы только задерите это выше, чтобы не видно было ваши брюки. Настя первый раз сейчас оденет чувашский костюм. Да. Никита. Посвящение в Чуваши такое, кстати. Да, только вот первое. это выше, чтобы не видно было снизу. Вот, сейчас мы обязательно оденем. Правильно. Что-то все равно есть. Вот, оба слова, да? Это все наше. Чайники.
Конечно, ну. А вот, Настя, вот такой красивый мы сейчас на вас оденем. Смотри, какая красота. Мгм. Именно девичий тухью. Да, да, это вот, еще да, уже... это женский, уже- это мужской. А девичий вот этот сейчас оденете. Возьмите, пожалуйста. Сейчас я вам еще другой найду. Настя девичья еще. Девушка. Вот, вообще красавица. Настя. Вот это да. Все, ничего не надо больше, ничего не подбираем. Вот это как раз Да. вам. Да. Многие не будем фотографировать, выйдем, Ага. сфотографируемся по какой-то Да-да. части, чтобы вы тоже были. Никита, вам что-то как-то надо застегнуть немножко. Сейчас. Пожалуйста, чем-нибудь застегните. Вот, по этой задней части головного убора определяли, кто она. Здесь полностью написано, кто эта девушка. Она вдова, она замужем, она не замужем, она имеет детей. То есть выходили в хоровод девушки, вот они же шли вот так вот в хороводе, да, и спокойно вот так вот вводили хоровод. И по задней части парни присматривали себе девушку. Не дай бог подойти к той женщине, которая замужем, они могли подойти к той, которая овдовела или не замужем. Короче, вся жизнь расписана у нее там была. Полностью, да. С знаками, И вот в этом узорами. платье аналогично все написано, кто она. Какая она мастерица, умелая Анастасия. Под каждую девушку Да. все индивидуально Да. сшилась, сама Пойдём себе там шила. сфотографируем. Мгм. Кирилл ее красиво. Ой, Никита. Никита, у меня всегда с Кириллом Извиняюсь. фото. Ты же ее лучше сфотографировать, а? Они сейчас На каком вместе. фоне? Можно вот здесь где-то там? Видите, как? Зайдите, пожалуйста, в сад. Ну сейчас темнеет, еще 2 часа и все. Нет, это примерно во сколько? В общем, мы решили остаться здесь. Предложили. Мы думаем, ладно, что, пообщаемся еще. Нет, ну, конечно. Хорошо. Ну, все, да, по возможности. Ну вот мы сегодня уже в составе Чувашской национальной автономии культурной снова посещаем. Горячий источник. Да, нормально. Полезный. Да ладно. Полезный, целебный. Конечно. На ночь глядя перед сном самое то, да? Очень прикольно. Ну все, доброе утро. Доброе утро. Да, сегодня ночевали у Ираиды в гостях. Ира Ир был в Бурнеде. Доброе утро. Всякое. Ира Ир. Вот так я по маске знаю. Да, это знаешь, да, Настя? Доброе утро, добрый день, добрый день. Не накрашена, конечно. Или ничего. Вот. Без поддержки правительства в любой области не обеспечить стабильную, системную, качественную работу по сохранению, возрождению и развитию чувашской культуры и языка в любом регионе. Так как если будет стабильная системная поддержка со стороны государства, как касаемо содержания штатных единиц, касаемо субсидий, касаемо выделения денежных средств на подготовку проведения любых мероприятий, именно вот чувашских национальных праздников Сурхури, Агадуй, Керзари и так далее. Кроме этого, фестивали, творческие семинары, смотры, конкурсы и так далее. И только благодаря стабильной, частичной, пусть это частичная поддержка, она необходима для того, чтобы нам сохранить все наши мероприятия. Если будет только разовые поддержки, разовая помощь со стороны спонсоров, без государственной поддержки не будет системы. Это будет только разово, понимаете, да? Сегодня помог бизнесмен, завтра Антонов скажет, вот этот Антонов, который красноярский, не могу я содержать центр, вы поняли, да, сейчас? Если бы он мог, он бы центр давно бы обеспечил там. То есть нужна системная работа. Работа с правительством, работа с народом. Исполнение законов. Исполнение законов, это самое Вот главное. мы с утреца пораньше сидим, обсуждаем проблемы, Такого было. трудности, успехи чувашских автономий. Вот Да. в данном случае Тюменская, вот сидим. Вот. Оказывается, расформировали, да, Да. 5 штатных единиц при администрации, да? Не при администрации, это было время такое, скажем, мягко мы выразимся, было время такое. Ну вот, короче, чуваши Да. сами себе этот путь преграждают, бывает такая натура Да, есть. бывают такие Сами моменты. себе хуже делают. Ну Мягко ничего. выразимся, было время такое, да. А сейчас надо восстановить все штатные единицы, чтобы была полноценная работа штата, которые могут красиво организовать мероприятия, они могут выезжать с гастролями, они могут представлять нашу Тюменскую область
других регионах. Даже бывает, зачастую выезжают наши тюменские коллективы и за границу. И полноценная работа, она только тогда, когда идет полноценная ежедневная системная работа. Мы хотим, чтобы это все у нас восстановилось, будем стремиться к этому и очень надеемся, что пусть не сегодня, не завтра, а может быть в течение 2 лет мы восстановим тот формат, который был у нас ранее. Ну до дай бог, кризиса. все будет. Да. Чуваши вперед. Ой, Ой. вверх ногами. Ну все, снимай. Нормально? Не вижу себя. В 2018 году запланировано проведение всечувашского праздника Агатуй в Тюменской области, в частности Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут. Инициативу проявил Кривлеилюшинский чуваш, который в данное время проживает в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Муравленко, Ефремов Анатолий Николаевич, который возглавляет Чувашскую национальную культурную автономию в городе Муравленко. И вот флаг Агатуя из Иркутской области передали в Тюменскую область. Приглашаем всех в 2018 году, прошу прощения, на всечувашский праздник Агатуй. Я думаю, что мы все дружно, это Тюменская область, юг Тюменской области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ, очень достойно проведем данное мероприятие. Спасибо, спасибо за Я приглашение. говорю, работа на сборах. Да, теперь, Это вам даже не снилось, сколько делаешь в этой станции. теперь готовится. Да, сейчас надо готовить, уже надо готовить, в бюджете заложить. Да. Ну вот, все, мы прощаемся с Ираидой, С Вадимом. с областной, спасибо, Да. с областным центром чувашской культуры, с автономией чувашской. Вот. Все узнали, кухню, как все это готовится, да? Тяжкий труд все-таки Ираиде пожелаем сил, главное, душевных, моральных, хороших напарников, людей. Да вот у нас вон поддержка. ребята молодцы, Да. хорошие ребята. Потому что молодцы, это, да. конечно, очень серьезный такой труд, я Конечно, это да. понимаем. Вот. Сейчас едем уже дальше, отправляемся к Екатеринбургским, Екатеринбургцам. да, Чувашам привет, большущие. с чувашским нашим знаменем. Они у нас такие очень большие друзья. Да. Мы их очень любим, уважаем. Ну, в принципе, ценим. им спасибо, что они с Да. вами связали, потому что они же там... Это они как раз направили. Ну вот, молодцы, молодцы. Оксане огромное спасибо. Оксане. Это уже третья культурная автономия в Да. России, которая нас встречает после... Первые это красноярские, потом иркутские. Ну, там чуваши еще встречали, но не культурная автономия. Единичные сами. В частном порядке. Да, сами Да. просто находят. Певцы разные тоже, там с Хабаровска, вот. Лехе там привет. Вот, теперь едем к Екатеринбургским. Да. Вот, спасибо, Рай. Ура! Ура. Ура! Все, едем, тут светофоры опять долгие, стоим по 150 секунд. Вот, сейчас мы едем в Хинкальную. Мой друг Надар Беридзе, велопутешественник, которого я, кстати, ни разу никогда не видел, только в интернете мы общаемся с ним. Вот, мы с ним, у него, в общем, здесь друг Хинкальная, держит Хинкальную, нас пригласил в Грузию, в грузинский ресторан. Сейчас поедем туда и выедем из Тюмени. Сейчас дождик прошел. Мы в Тюмени уже почти неделю, хочется побыстрее уехать. Хотя незаметно неделя прошла-то. Вот. На мосту мы здесь не были. Чекунчик? Чекуточный? А?
Да не, нормально. Вот сейчас выехали, отдохнули в Тюмени. Сейчас вот на Екатеринбург едем уже, все. Дорогу-то знаете, как едем? Конечно, мы через Орбит едем. А, через Ирбит. Через Орбит поедем. Там лучше, спокойнее, Значит, говорят. к Ирбитской бабушке поехали. К Орбитской бабушке? Да. А что Я там? слышал такое выражение. Не, первый раз слышу. Ну там спросишь ты. Да, хорошо. Там за ярмарку. Хорошо. Ну, от успехов. Вам спасибо. Такие очаровашки. Взаимно. Я это все писал. Спасибо большое. Вам удачи, всего хорошего. Ну вот, до Ирбита 182. Выезжаем из Тюмени. Я решил ехать через Ирбит на Екатеринбург. Это получается немножко небольшой крюк на 50 километров, но зато дорога там будет спокойней, чем ехать по федералке на Екатеринбург. Вот, решили так, и поинтереснее будет, наверное. Ну вот, Тюмень, всего доброго, спасибо за прием. Спасибо всем, кто встретил, Сашке. Сашке вообще большое спасибо. Надо ехать дальше. Слишком много отдохнули сейчас. Дорога хорошая, солнце светит, панелька заряжает. Отлично. Ну все, мы выехали из пригорода уже. Трафик такой маленький, вообще ехать хорошо, асфальт хороший. Только вот с ветром нам все не везет. Все запад, северо-запад. Как раз вот мы сейчас едем на северо-запад. И ветер не дает разогнаться. Ну все, мы уже поставили палатку. Сегодня дорога не получается. Вообще, когда выезжаешь уже из города, с гостей, уже дорога никак не получается. Лишь бы выехать, отоспаться, и уже на следующий день можно полноценно вложить в дорогу. Ой. В картишке все сидим, играем. Наська уже 3 раза меня выиграла. 3-1 счет. Вообще что-то мне не пруха сегодня. У нас удача переходит. Либо не везет весь день, либо один день везет. В общем, так получается.